Из охранника в актеры. Как уроженец Курган-Тюбе стал таджиком Джимми. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как прославился соотечественник. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Здравствуйте! Наступающим! Выберите назначение платежа. Юсуф работал в детском доме сторожем. Да, я хочу домой деньги отслать. 10 лет назад трудовой мигрант из Таджикистана Баймурат Алабердиев прославился на всю Россию благодаря роли в новогодней комедии «Елки». В 2008 году его друзья в шутку выложили на YouTube видеоролик, в котором он пронзительным голосом напевает известную песню из индийского фильма «Танцор диско». Буквально через несколько дней после этого он стал звездой интернета, собрав 2 миллиона просмотров. Алабердиева сразу прозвали таджиком Джимми и даже показали в новостях по Первому каналу. После этого Баймурата стали приглашать на телепередачи и в кино. Вы видели этот видеоролик? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Как только там ставили какой-нибудь индийский фильм, я все бросал и бежал скорее его смотреть. Самым моим любимым фильмом был «Танцор диско» режиссера Бабара Субхаша с великим актером Митхуном Чакраборти в главной роли. Первый раз я увидел эту картину в 1991 году, тогда мне было 20 лет, вспоминает таджик Джимми. У Алабердиева есть музыкальное образование, он закончил музыкальное училище. «Я с детства любил петь по-узбекски, по-таджикски, по-азербайджански и по-индийски», рассказал он. Актер до сих пор с теплом вспоминает молодость, проведенную в Таджикистане. «Я любил собирать в горах фисташки, а в поле спелые дыни и арбузы. Очень скучаю по родине», признается он. Однако обстоятельства заставили Алабердиева в один прекрасный момент вместе с другими земляками уехать работать в Россию. В 2007-м, в возрасте 36 лет, он решился отправиться в трудовую миграцию. По словам артиста, ему лично позвонил режиссер Тимур Бекмамбетов. Он позвонил и говорит: «Будем снимать новогодний фильм, называется «Елки», и пригласил меня на съемки», рассказал он. Алабердиеву досталась роль забавного, доброго и простодушного трудового мигранта Юсуфа из Центральной Азии, который работает охранником в Калининградском детдоме и все деньги отправляет семье на родину, а на Новый год позволяет себе небольшой праздник – обед в Макдональдсе. «Елки» стали для мигранта первым актерским опытом, так что на съемках ему приходилось достаточно трудно. «Было очень много дублей, это было тяжело, но потом я привык», — отметил Алабердиев. По его словам, тогда начинающему актеру помогла хорошая память. Он мгновенно запоминал свою роль и понимал, что от него требует режиссер. Впоследствии актер снялся в продолжении фильма «Елки 3» и «Елки 5», опять же в роли охранника Юсуфа. В пятой части комедии он играл вместе с супругой Людмилой. Кроме этого, артисты стали приглашать и в другие проекты: «Тариф на прошлое», «Роман с кокаином», «Бобруйск-Дакар», «Скорый Москва-Россия», «Звезда» и «Повелитель снов». Несмотря на то, что Алабердиеву обычно приходится играть обычных рабочих из Центральной Азии, он спокойно относится к этому. «Я и сам был когда-то мигрантом, зачем этого стесняться?» — говорит он с улыбкой. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.